Всем здравствуйте, меня зовут Светлана Исхакова, и я являюсь руководителем детского благотворительного фонда «С любовью» и командиром сводного студенческого отряда Башкортостана «Близкие люди», который занимается добровольцами. В нашем отряде есть студенты из Аграрного университета, с Педагогического университета, с Башкирского государственного университета. Также есть с постинтерната ребята, которые учатся в машиностроительном колледже. И поговорим мы сегодня о вовлечении в добровольческую деятельность как одного из типов фандрайзинга. Что такое фандрайзинг? Это довольно-таки новое понятие, как некоммерческие организации могут привлекать средства для своей деятельности, для реализации своих задуманных целей, планов и задач. К сожалению, так сложилось, что некоммерческие организации всегда находятся в поисках финансирования, товаро-материальных ценностей, и это человеческого ресурса. И вот об этом человеческом ресурсе я бы хотела вам более подробнее рассказать. Мне было бы проще рассказать через призму проекта, который мы на данный момент реализовываем. Это «Близкие люди», которые реализовывается благодаря поддержке Фонда президентских грантов совместно со студенческими отрядами Башкортостана. Цель проекта – помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, с привлечением имеющихся ресурсов студенческих отрядов и обычных студентов. Всем известно, что семьи могут обращаться, например, за помощью, не только просить хлеб, билеты в кино, либо оплатить лечение. Также у них бывает очень сложно, например, если в семье воспитывается один из ребенков с инвалидностью, есть здоровые дети, и мама всю свою энергию тратит на ребенка с инвалидностью. То есть это на сбор средств, на поиск врачей и на реабилитацию. И например, старший ребенок, у нее получается неудел. И она просит, например, обращается за помощью для того, чтобы помочь потянуть его по школьной программе. Запросы бывают у семей, помимо подтягивания по школьной программе, есть элементарно посидеть с ребенком, либо прийти к нему в гости и посмотреть с ним вместе мультики, держась за руку. Это тоже есть отношение к волонтерской деятельности. Например, к нам обращаются мамы-одиночки, воспитывающие детей одни, воспитывающих мальчиков, и просят приходить студента парня, чтобы он показывал на своем личном примере, что должен делать мужчина, что не должен делать мужчина, как себя ведет мужчина в какой-то житейском плане, что очень значимо для самих семей. В волонтерской деятельности самое главное – это желание и добровольный характер, потому что дети, они сканируют такие вещи и считывают. И когда, допустим, студент делает это ради получения практики, либо каких-то зачетных оценок, то это не есть хорошо, потому что добровольчество – это все-таки добровольный характер. Но есть и плюсы от волонтерской деятельности, которые получают сами непосредственно студенты. Это в первую очередь очень хороший практический опыт. Мы, как некоммерческие организации, все время готовы сделать благодарственное письмо, которое, допустим, может способствовать для аттестации при назначении стипендии студенту. Мы делаем, например, отзывы для работодателей в будущем, потому что сейчас очень много коммерческих больших структурных организаций смотрят на то, что как молодые люди при поступлении на работе, имеют ли они опыт волонтерской социальной деятельности. Это вообще очень сильно хороший практический опыт, особенно для будущих социальных педагогов, психологов, педагогов, преподавателей. И также, если это волонтеры, которые помогают, например, в репетиторстве техническими науками и так далее, это тоже для них является хорошей точкой отсчета для карьерного роста. Что дает еще положительного самим волонтерам? Это умение брать ответственность за свои слова, это умение вести документооборот, умение давать обратную связь и работать в команде. И самое главное, чувствовать себя нужным и удовлетворять свои потребности в плане того, что
признание о том, что то, что ты делаешь, это для кого-то еще важно помимо тебя и помимо твоих близких. Что дает такая волонтерская деятельность для благополучателей? Это получение самой помощи, для детей наличие в жизни значимых взрослых, а еще для волонтеров, я забыла сказать, умение вовремя говорить «нет». В связи с тем, что некоторые из благополучателей воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья в неполных семьях, а мамы очень часто стараются злоупотреблять. То есть они неосознанно злоупотребляют временем волонтера. Волонтер может прийти позаниматься с ребенком, а мама в это время может еще попросить что-то либо сделать. И волонтеру бывает некомфортно говорить «нет». И потом он быстро перегорает, эмоциональное перегорание. И вот эта вот как раз волонтерская деятельность, она позволяет будущим специалистам учиться грамотно формировать и говорить слово «нет», что потом впоследствии помогает как личности развиваться уже в рабочем коллективе и сохранять свои личностные границы. Очень часто волонтеры привлекаются в качестве интеллектуального труда, потому что у некоммерческих организаций, к сожалению, не всегда есть возможность оплачивать дизайна, бухгалтера, программиста, и графиста, даже редакторы и написание человека для написания постов. И поэтому мы часто, я как представитель некоммерческой организации, часто прибегаю к помощи как раз волонтеров. И очень сейчас сильно развивается интеллектуальное волонтерство, когда студенты не только ходят, например, в семьи, либо участвуют в единовременных акциях в детских интернатных учреждениях, но также они помогают еще и в самом развитии благотворительных организаций, что положительно влияет на структурное формирование развития некоммерческой организации. Нельзя говорить, что этот труд не виден. Его действительно много видно, потому что он очень сильно значим, потому что зависит от того, что и как мы напишем, грамотно ли мы напишем в социальной сети, а, к сожалению, не всегда люди имеют на то образование, которые работают непосредственно в благотворительных фондах. Иногда бывает просто орфография и так далее. Как говорится, лучше один раз увидеть, нежели несколько раз услышать. На примере, как мы привлекаем волонтеров. Например, ребята, они помогают выполнять медицинские показания врачей маме с ребенком. То, что я говорила по поводу благодарственных писем, каждый из добровольцев получает благодарственное письмо, помогают заниматься школьными предметами, сидят и общаются с детьми с инвалидностью, играют, тем самым освобождая маме немножко времени для себя. Вот то, что я говорила, то, что в педагогическом университете есть факультет художественно-графический, и девочки с этого факультета приходят к детям и занимаются рисованием. И, конечно же, мы привлекаем, то есть стараемся популяризировать добровольческое движение среди активной части молодежи и рассказываем о проектах, чтобы больше людей могли присоединиться к волонтерству.